его дано не каждому услышать. Алтай — жилище трех богов. Алтай — стой выше Алмеса. Алға берген дон журым, ойно журымын қылындарыңды сенің келді бе, ойын көрчірде қайдып жадым, елімде сөзіме жатырым ба. Берінген дом жұрым, ойно жұрымын қылындарыңды күнде бе, ойын көрчіні қайдым жадым, ерінде сөзіме жандырым ба. Мастер горлового пения с Алтая не только впервые в Екатеринбурге, но и в прямом эфире телеканала ЕТВ. Болот Байрышев, здравствуйте. Меня зовут Елена Сальник, и все зрители канала могут присоединяться к нашей беседе на сайте канала yukburg.tv. По традиции, в общем-то, задавать свои вопросы. Справка для телезрителей. Болот Байрышев — исполнитель традиционного алтайского горлового пения под названием «Кай». А вот давайте сразу расскажем для телезрителей, для меня, вот в чем разница. Есть горловое пение, там, там монголы, Алтай, есть тувинское, есть там различные, там, Тибете поют. В чем разница? Есть она вообще? Алтайское традиционное горловое пение, да, «Кай» — это сказание героических эпосов. В Сибири есть треугольник Алтай, Монголия, Тува и плюс еще Хакасия, где нас объединяет это народности общие, вот эта традиция, культура, язык и так далее, и так далее. Если в Туве поется вот хумей, сырыт, разные элементы, варианты. А в Горном Алтае мы поем, рассказываем героические эпосы, которые каждый эпос составляет собой более 4-5 тысяч слов. То есть содержанием они отличаются, а техника одинаковая получается? Да. У нас как сказительство идет. Сопровождение двухструнного инструмента тапшур. Но он у вас какой-то даже ладовый получается? Или это вы себе просто пометки на нем сделали? В старину инструмент называется топшур. В старину сделан из дерева кедр. Почему кедр? Кедр — это самое доброе, такое мягкое дерево. Для алтайцев это кедр очень священное дерево. Струны раньше натягивались из конских волос. А у вас из чего? Да. Но сегодня время идет, сцены разные, требуют свои эти... Ну да, если рассказывать всю тайну для телезрителей, то там даже у вас есть специальная штука модная, которая подключается. Уже у сцены есть свои законы, звук, чтобы хороший был. Поэтому мы сейчас уже как лады сделали вместо конских волос, например, гитарные струны, чтобы она строилась, потому что мы играем иногда с группами, фестивали разные. А с какими группами вы играли? Ну вот направления у них какие? Фольк, джаз, рок и так далее, и так далее. Ну имена какие-нибудь можете сказать? Может быть, Ой, из со нас многими. известных.
Со многими, со многими? По России, в Москве, в Европе есть такой очень знаменитый музыкант Джо Завинул с его группами. Он играет этно-джаз с этническими элементами. А вообще вот интерес, вот, как вы говорите, ну, к этнической вот этой музыке в России и в Европе где больше? Вот вы же много и там гастролируете. А сегодня смело могу сказать, горловое пение сегодня очень востребовано не только у нас в России. Чуть раньше было в Европе, ну и сейчас в России везде. Да и везде. Но все равно это как диковинка к чему-то такому относится, но не используют как одно направление музыкальное, например. Так не ассоциируют ведь горловое пение? Ну, насколько я знаю, по своему опыту, горловое пение сливается в любой музыкой. Неважно, рок или... Мне кажется, самое знаменитое в горловом пении это Сайнхон Имчилак, которая, в общем-то, ну и, кстати, она вот не осталась в Туве, да, она живет в Австрии. Вы живете на Алтае. В Горном Алтае. Все-таки как бы на родине, скажем так, предков там же и обитаете. Мигрировать не хотели бы там в Европу, например? Не, кстати, Сайнхон Имчилак, мы давно знакомы, начало еще 90-х годов. Последний раз вместе играли, выступали в Алмате, на Тухтенгре, в большом гала-концерте. Я, наверное, других в Европе, тем более, не смогу прожить. Дней, ну, от силы 10 меня все тянет домой, в гору. Я там никак. Были моменты, предложения разные, многие, но я понял, мне там не ужиться. То есть, ну, я привык так. Ну и коммерческой музыки как бы не стать. Горловому пению, этнической музыке и коммерциализация не грозит. Да. Точно, совершенно. А давайте, может, что-то исполним. У вас еще духовые инструменты с собой. Это очень интересный инструмент. Она называется в Горном Алтае «Унгурек» от слова «звучный». Но мы его в 30-е годы утеряли. То есть вы как-то восстанавливали его? Да, благодаря сегодня нашим мастерам, можно сказать, его возродили. И сделана она, на самом-то деле, выглядит как из дерева, а на самом деле это акарина из глины. Никто не знает раньше, как на нем играли, но когда искали все моменты, варианты, мне этот звук очень понравился. Почему? Потому что то, что я пою, исполняю, это легенды, мифы, таинственность, курганы. Это ближе по звуку. Вот этот эпос, вот если как бы описать вот про легенды, вот про что он? Задают вопрос телезрители, это все религиозные в основном темы? Или как? Не, это не религиозное. Там, где я живу, в Горном Алтае, там, куда не придешь, все священные места, курганы. И то, что я пою в моей программе, все построено в курганах, легендах, сказаниях. Ну а какое-нибудь сказание нам можете пересказать вкратце, о котором там идет речь, не знаю, какое-нибудь самое известное Горного Алтая, может быть, проиллюстрировав инструментами? Есть самый знаменитый эпос, их у нас несколько. Это «Маадай Кара», наш знаменитый сказитель, Гомер 20 века, Алексей Калкин, после себя оставил. Это «Маадай Кара» сегодня переведены на нескольких языках. И каждый эпос составляет 4-5 тысяч слов. Сказитель не знает наизусть, он знает основные моменты. Во время пения он импровизирует? Постепенно входит в транс. И слушатели тоже слушают. В старину вот вечером собирается, да, аул, все соседи. И до утра он поет, они слушают. Утром расходятся, следующий день опять собираются. Вот так делалось сказание более 4
около 5 ночей, например. Ну да, вот сейчас эта традиция, она жива? Вот. Жива. То есть там же собираются на 5-6 дней, ночей, и вот в этот... 4-5 ночей не собираемся, но каждый год летом у нас проводится состязание горловиков, сказителей кайчи, где собираются все исполнители от мал до велик по возрастам, и 2-3 дня всю ночь... Долгой медитации. Да. Давайте что-нибудь тогда исполним из этих сказаний. С горловым, чтобы было. Да. Есть у меня одна песня, она называется «Пазырыкском курган», где посвятил именно этому кургану. Когда первый раз посетил, я в течение 2-3 дня был в этом все там. И когда еще посетил в Санкт-Петербурге Эрмитаж, там есть 4 зала, называется «Пазырык», когда мумия богатыря, самый древний ковер египетский, где был найден в этом кургане, и китайская колесница, и так далее, и так далее. И у меня в результате родилась песня, так и называется «Пазырык». Ташқұрымға құрчады, тебірен алтай тутирай, орымдашты жастаны, батырлары Шүйгені сұр құрап, арғымағың сахып жат, қылбышты даңды тудың алтайыңды
Балат Байрышев в прямом эфире телеканала ЕТВ. Оксана Кискина пишет: очень здорово, под эти песни и вправду хочется сразу погрузиться в транс, отойти немного от забот и мыслей земных. А правда, что они обладают вот пение, да, вот это вхождение в этот транс каким-то ясновидением, и вы нам что-то можете предсказать посредством своего исполнения? Случалось с вами такое? Да, когда сольный концерт, часовая программа, я иногда, когда пою, играю, я иногда ухожу в себя, куда-то улетаю, непонятно, в свою гору, в свою долину, наверное. Потому что сказители, наверное, раньше они, когда повествовали эпосы, понимаете, там все описывается, как он арканит свою лошадь, аргумах, как он седлает, или как он одевает свои воинские доспехи, как он застегивает 99 пуговиц и так далее, и так далее. А предсказание в чем? Да. Ну, как это Алып, богатырь, правил справить своим народом, например, вот все в стихотворной форме, это, знаете. И также сказители обладали таким даром, во время пения они могли лечить своих слушателей, снять стресс, И прям какие-то медицинские эффекты достигались? Да. А также, например, Алексей Калкин, наш сказитель, он еще мог просто, он был, его постоянно приглашали, сажали на лошадь, привозили, чтобы он больных людей лечил. А вы практикуете такое? Нет, у меня нет такого дара. Я только это со сцены, может быть, ну, как-то. Демонстрируете. А как вы вообще приобщились к этой культуре? Как с молоком матери, что называется? Либо все-таки как-то кто-то вас привел вот в эту культуру? У меня семья, на самом-то деле, очень музыкальная. У меня бабушка играла, пела, играла на национальных инструментах. Вот камус, шор и так далее. Родной дядя, он был очень известным тоже исполнителем таких инструментов. Родной брат, он музыкант, саксофон, кларнет. Ну, впервые я у них дома, когда бегали, вот, сосед с друзьями босиком, когда маленький, когда дядя играл, вот, мы подходили, слушали, убегали, вот так как-то, наверное. Но я никогда не думал, когда вырасту, со сцены буду петь горловое пение. Это потом уже пришло. А вот сама специфика горлового пения, она вот какие-то этнического характера? То есть вот я, например, могу научиться, или это все-таки как-то должны какие-то быть этнические, физиологические способности, от места рождения зависит? На самом-то деле горловое пение у нас для алтайцев в Горном Алтае она является как визитной карточкой. Все торжества, все праздники открываются именно элементами горлового пения. Нет, ну вот научиться ему, то есть... Научиться можно. Каким образом? А вот звонят, созваниваемся, друзья, незнакомые, приезжают, именно мастер-класс, например, научиться. Есть много таких музыкантов из Томска, например, многие. И через какое-то время они уже То есть поют. это не зависит от места происхождения там, и прочего? Сегодня поют, частую снимают, например, запись включишь, да, трудно угадать, кто поет. Или алтайец, или тувинец, или монгол, или хакас. А на самом деле он европеец, или немец, или американец. Интерес очень большой. Многие поют, и даже у нас в России. То есть получается, ну, принцип горлового пения, то есть это как бы два тона, правильно я понимаю, извлекается в один раз. То, что, например, не в классическом вокальном исполнении. Там можно издавать одновременно аккорд, несколько звуков. То есть до 3 и 4 звуков? До 3, можно? до 4 бывает. А вы можете продемонстрировать? До 3, Я до сих пор вот в поисках. Вот во время исполнения сцены я пою,
ноты вот взял, да, и слушаю, там параллельно звуки появляются. Обертонап, то Я, есть они да, я усиливаются. стараюсь его запомнить. То есть постоянно до сих пор в поисках. Ну, то есть это не как на инструменте зажали нужном инструмент, ну, как на гитаре зажали струны, получился аккорд. То есть это надо все-таки как бы прийти к этому, искать и в процессе уже получается. Бывают аккорд, такие вот 4. моменты, и я еще раз повторяюсь, я забываюсь, что я на сцене нахожусь. Мне этот звук очень интересно, мне нравится, хочется еще, но потом я начинаю понимать, что я нахожусь на сцене, как-то вот остановиться как-то вот. Это чем больше поешь, чем больше находишь звуки разные, новые. Вот. Давайте тогда еще что-нибудь сыграем. Может быть, вот у вас еще в таком кофорде странном, то ли от скрипки, то ли от маленькой гитары лежит что-то. Здесь разные камусы, варганы. Вот, варган. Еще не было у нас в эфире. Это сегодня в мире один из самых популярных, например, наверное, распространенных инструментов. В Якутии называется хамус, в Прибалтике пармиполь. В Прибалтике? Да, тоже? тоже. В Горном Алтае камус, а по-русски называется варган. Варган. Это норвежский вариант, это якутский. То есть происхождение, получается, непонятно у этого инструмента. Каждый народ дошел сам Да, до него. формы разные, а звучание один. Это с Челябинска, например, мастер появился, вот, его работа. Вот у меня, например, это вариант чисто японский. А давайте что-нибудь на японском. Варган сегодня играет в Америке, в Африке, в Австралии, в Японии, по всему миру. В Японии, например, в 1991 году в городе Нигата строители строили бейсбольную площадку и случайно обнаружили какую-то железяку, метров 5 еще один. Оказалось варган, а варгану 1000 лет. И они сегодня хранятся в золотом футляре. И нашелся один парень, японец, он добился, ему разрешили, он снял все размеры и начал выпускать. То есть это копия этого варгана, да, получается? Это японский вариант. По качеству, по звучанию, ну, один из лучших, наверное. Сейчас я сыграю такую свободную импровизацию на тему «Эхо в горах».
Болот Байрышев, вот исполнитель с Алтая у нас в прямом эфире телеканала ЕТВ. Я, знаете, хотела спросить, когда вот находишься, конечно, в горах, вот в атмосфере такой природной, воспринимать эту музыку, наверное, ну, как бы комфортно, а вот в зале вы выходите на сцену, играете, насколько трудно наладить контакт со зрителем, который пришел в зал там после работы, на концерт? Знаете, вы абсолютно правы, прямо угадали. Вот я, например, позавчера выступал в Омске, дорога, сами понимаете. Ночью подъехал, телевидение. Тут все равно, как все артисты, я тоже очень волнуюсь. Там, да, где-то что. Но на самом деле, если в горах, да, ночью, лето, костер горит, а рядом кедр, такой легкий, теплый ветерок, где-то там олень пробежался, возле костра сидишь, играешь, поешь, там совсем другая атмосфера. И там звезды, знаете, на Знаем. перевалах. А вот в тут, зале, да, телевидение. Ну, допустим, телевидение, тут глаза можно закрыть, там, не знаю, картинку показать, вот у нас сзади картинка, что как-то приобщает. А вот в зал вы выходите, один стоите на сцене, тут много зрителей. Как вот их довести до того состояния восприятия вашей музыки? Мне по вокалу педагог, она сказала, Заридзе Наталья Сергеевна, ее сейчас нет, она в Санкт-Петербурге. Вот был момент, мне 2 месяца брать в школу уроки. Вот она мне так сказала: Болот, когда выйдешь на сцену, выходишь, забудь. То есть ты на сцене король. Но есть момент, когда поймаешь, почувствуешь связь, контакт со зрителем, тогда, считай, ты взял и играй, тяни. То есть твоя свобода, как бы. Чем я до сих пор вот стараюсь этим, держаться за этим. Телезрители спрашивают про ваш костюм, в котором вы сегодня пришли в программу. Это какой-то сценический образ или что-то все это означает? Ленточки вот спрашивают, что это означает. Да, костюм мне самому тоже нравится очень. Ну, конечно, не при этом костюме, кто же будет выступать? Мы же алтайцы по религии, у нас язычники, шаманизм. А этот костюм означает, сценический костюм белого шамана. Это как бы доброго, да, получается. Они бывают черные, белые. Бывает, рождаются шаманы, у него и белое, и черное. Говорят, как определяется это как-то? Это от рождения вот бывает, рождается. В одной руке вот у него черные вот волосы, вот откуда у ребенка, правой, например, белые. Вот, да. То есть они обладают этим даром. Это очень серьезные люди. А шаманизм, как и в Сибири, она испокон веков была, есть. И ученые, исследователи до сих пор много лет изучают и долго будет изучать, наверное. А головной убор? Головной убор означает, это у нас в Горном Алтае, в Сибири, самая высокая гора Уч-Сумер, то есть Уч – это три вершины, гора Белуха. Она для нас является как священная гора, отец, а река Кадынсу, Катунь, как мать. Вот. А вот у нас Елисеева Евгения спрашивает, а вы шаман, вам можно шаманскую одежду носить? Не, я не шаман, но мы артисты. Артисту можно? Да, мы со сцены это обязаны показывать зрителям. Шаманской мистерии, обряд очаг, огня. Это мы обязаны показывать, поэтому мы подходим очень осторожно.
А музыку вы только вот здесь и сейчас делаете, либо вы записываете, у вас есть альбомы, как-то в студии работаете, как музыкант? Я записываю выпускаю сегодня их 7-8 альбомов в разных городах, разных странах. Первый альбом тогда в 91 году аудиокассеты записал в Санкт-Петербурге. Вот, кстати, про аудиокассеты. Где-то читала ваше интервью, что вы ездили по гастролям в Европе там в начало 90-х, и прокатчики, так скажем, были не особо, как это сказать, ответственными, и вам приходилось там как-то пиратством аудиокассет заниматься, чтобы как-то по этим гастролям проехаться. Это все правда? Да, в 92 году я был конкурсантом Азия Даусу, Голос Азии в Алмате. Вот это конкурс, стал лауреатом и открыл мне дверь, можно сказать, в Европу. И пригласили меня из Турции, из Стамбула, фестиваль тюркских народностей по Средиземному морю. 2 месяца ездили. А гонораров не было, насколько я поняла из В 8 рассказа. странах гонорара ничего не было, и мне надо было как-то Поэтому выжить. пиратство кассет. Последнее в кармане $42. Я пошел, закупил. То есть после концерта все подходили, мне спрашивали на продажу кассет. У меня их не было. Последний собрал $42, я закупил чисто аудиокассеты. И у турка, звукооператора, у него такая машинка была. Я просил, всю ночь сидел и катал. Записали. Так и заработали гонорар. Заработал. В гастролях. Причем очень, да. Сейчас времена изменились в гастролях, по гастролям. Нет таких Да. больше Это был, обманщиков, да, прокатчиков. был такой момент, но потом уже, да, и серьезный такой альбом я выпустил в Кракове, аудиокассета «Белый бурхан», 1000 тираж, около 300, мы с Женей Колбышевым, меня помогал, продюсировал из Барнаула. Мы рассылали по всей России, знакомым, незнакомым. Даже одна кассета попала в Голливуд, Чернавский, по-моему. Был даже он заинтересовался, но в это время Леонтьев, по-моему, ехал записывать по дороге в Голливуд, потом вышел. Ну, так и не попал, но тем не менее, очень, это один из самых первых. Потом в Швейцарии, в Цюрихе выпустил с нашим аксакалом, горловиком Логоном Шумаровым, Ючсумер. Еще вы обладатель премии ЮНЕСКО за сохранение вот как раз-таки алтайских этих традиций. Что вам дает эта премия? Просто как награда или какие-то, может быть, Да, как, это знаете, памятники культурные сохраняют? премия у нас присуждается, даже у нас в республике, после «Голос Азии» мне присудили премию, специальная премия нашего известного художника Чорос Гуркина. Денежная премия. А вот с ЮНЕСКО что связано? А в 2001 году в городе Самарканд в Узбекистане всемирный конкурс. Вот там выиграл, то есть стал обладателем специальной премии ЮНЕСКО. Каждая премия, она мне вдохновляет, дает силу, энергию, чтобы Просто не очередная премия. оправдать, не упасть, да. Это она дает очень мощь. А давайте что-нибудь исполним на духовых инструментах. Телезрителям напомню, что у нас Болот Байрышев сегодня в эфире. Этот инструмент называется шоор. Она у нас растет в лесу. Обычная пучка высохшая. Одна вот отверстие, дырочка, все. Это чисто традиционный алтайский инструмент. Но у меня на руках она сделана по заказу из бамбука. По звучанию 1 к 1. В Венгрии, в Будапеште есть такой шони. Из бамбука, то есть попрочнее, потому что... Да. Пучка, она хрупкая. Постоянно я ломаю. Когда встречу, познакомился с мастером, музыкантом в Будапеште, я заказал. Он мне сделал. А по звучанию 1 к 1.
Балот Байрышев. В эфире телеканала ЕТВ. Вот эту мелодию я запомнил у дяди, когда маленький был. Когда я спросил, а что за мелодия, что вы сыграли? Он говорит, племянник, это, говорит, танец зайчонка, говорит. Танец. А вот этот инструмент как бы похож на флейты. Это инструмент не совсем алтайский, это Перу, Боливия, индийская. Ихний инструмент называется пимак. Но когда я первый раз услышал, мне очень понравилось. Она по звучанию, по духу очень близко нам. Давайте, может быть, напоследок вы что-нибудь сыграете вот на ней вместе с пением. Я просто хотела вам напоследок задать вопрос по поводу вот культуры и музыки, которой вы занимаетесь. Вот жизнь у нее еще есть, продолжается, то есть есть последователи, либо вот субкультура вот и... Но на этом я чуть, кому интересно, они пускай приглашают, приходят на концерте, там, конечно, будет все, да. Про культуру вот вашу, вот, которую вы пропагандируете, так скажем, она вымирает, либо все-таки есть последователи, ей еще там много веков жить и жить? Если 80-е, 90-е годы были единицы, старики пели, сегодня горловым пением поют несколько десятков молодые парни. Это очень радует. И у каждого горловика есть свой стиль, свои манеры, друг другу не похожи. И все знаем друг друга на лицо. И очень тесно общаемся с соседними регионами, с тувинцами, хакасами, монголами и так далее, и так далее. Это наша культура, эта традиция очень богатая. Моя миссия – говорить, пропагандировать, рассказывать. Есть такая, то есть, чем я занимаюсь. Балот Байрышев был в прямом эфире телеканала ЕТВ. Смотрите музыку на ЕТВ и что-то на прощание. Ну, благопожелание, пускай. Световать устала, над тайгою ночь настала, буду спать, закончен день. Спит собака, спит олень, и шаман один не спит, с бубном у огня сидит. Помоги мне от врага, закручусь я как юла.